Дорогие телезрители, я приветствую вас на канале Якутия-24. И в эфире новый выпуск передачи «Испытано на себе». Сегодня мы познакомимся с очень древней профессией, профессия кузнец. И сейчас мы находимся в мастерской очень опытного кузнеца, и я хочу вас с ним его познакомить. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я вижу у вас здесь очень много изделий и даже какие-то камни. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Ну, это вот руда наша местная. Вы сами ее добываете? Ну да, мы сами вот собираем там по речкам там ходим. И старые кузнецы, которые у нас занимались этим, тоже там ихние выработки там, ну, рядом там тоже собираем. Где они собирали, там и собираем. То есть это природный материал, Да. из которого тоже можно изготовить изделия? Да, Да? Это до 40-х годов у нас тут занимались в Якутии. Во время Второй мировой даже отсюда отправляли вот крипсы на фронт. Вот такого качества у них. То есть это в разрезе и уже Да. отполированный, да? Нет, не отполированный, просто отрезанный. Просто в разрезе? Да. Ничего себе. Почти монолит же, вот поры маленькие есть. И вот такие тоже бывают. А раньше изготавливали, получается, вот прям из добытого материала, не лигатуру никакую не Нет, составляли, да? Нет. И насколько прочные были изделия? Ну, прочные, там тоже сортировать надо его по углероду, там по сортам на 3 сорта грубо, если взять, мы можем сейчас на 2-3 сорта разделяем. А раньше, говорят, вообще до 7 этих они могли определить разные качества. И между собой сваривают, и в разных сочетаниях. Вот, например, нож и топор. Вот они, тут мягкая часть. Ну, они вот, видите, как кузнечная сварка его сварили, и тут этот на лезвие более углеродистый ставят, ну, чтобы закалку принимала, и твердый, чтобы Ага. а тут обух, чтоб не лопался, и там помягче должен быть. Ну, как-то вот приспосабливались, да, да? вот сильно работали же вот обухом, видно же, тут вмятина, он мягкий. Ну, даже мягкий вот треснул. Если из твердого сделаешь, он расколется, он если тонкий. Так, это получается очень старый Да, экземпляр, очень, да? очень много работы, наверное, поработал. И вот разные тоже находим, изучаем инструменты. Почистили, попробовали, как там. Очень острые. Это вы, получается, для себя что-то коллекционируете, да? Ну, вот люди находят, друзья там где-нибудь нашли, вот принесут. Вот такой формы были ножи. И вот батыя. Рукоять у него длинная, можно многофункциональный он. Лед как пешней можно прорубить, ну, как нож, как топор можно работать. Хозяйственно-бытовой он такой. А если говорить про металл, получается, вы профессиональным взглядом сразу можете отличить, из чего изготовлено? Или все же для этого нужна какая-то экспертиза? Ну, конечно, лучше экспертиза, но старые изделия, так, если почистить, посмотреть, протравить, можно сварочные швы увидеть. Ну, он же, вот видите, пористый и из разного сорта, если свариваешь, как дамасская сталь получается. И тут сварочные швы выходят, когда протравишь. Ну, я не стал их травить. Чуть от ржавчины только почистили. Ага. Ну, это если мы говорим про старые инструменты, да, что в основном были из руды и, конечно, изготавливались более так топорно, да, и это сразу и видно. Нет? Мы так не сможем сейчас, как они Наоборот, делают. раньше, да, лучше было? Да. Ничего себе. Но они владели этой кузнечной сваркой вообще в совершенстве. У них уже дуговой сварки там ничего они не знали, только такой у них был. И, ну как пластилином
играешь. ювелирно Да. работали раньше, да, наоборот? Интересно. А вот сейчас из какого материала? Там же, наверное, какой-то сплав в основном, да? Несколько металлов мешаются или нет? Нет, мы вот тоже так же крицу уплавляем, сортируем и такой же технологию можем сделать и булатные технологии в тигле. Например, вот тигль стоит. Вот сосуд керамический. В него, например, из этого выплавляешь заново. Вообще, чтоб никаких пор, ни металлических включений не было, переплав делается. А это при какой это температуре? При какой температуре это плавится где-то металл? 1500 градусов. Ничего себе. 1600 можем мы получить сейчас. Ну, это именно для оружейную сталь, вот булат выплавляет, чтобы качество повысить. А если говорить конкретно про вас, вы, получается, занимаетесь изготовлением ножей, Да. да? Да. Здорово. И как бы в основном сейчас заказы поступают Ну, я на изготовление из промышленной стали, да? в основном, да. А, Ценовая политика тут вот очень много работы и, конечно, дорогие. Это вот выставочные изделия делаем. Вот это ваша работа, да? Да, вот из булатной стали. И вот раньше вот оловом тоже заливали вот такие. Оловом заливали, Да, да? в дерево прямо олово. Вот эту технологию То есть тоже. вы вырезали формы, Да. плавили металл и заливали, да? Мгм. Очень интересно. Вот у нас выставка будет в эти выходные. Именно вот из местной стали должны все участники вынести ножи. Ну вот вы добываете Конкурсы будет. руду, получается, вы знаете места, да? Где в Да, основном да. Ну, она... сначала из этого и начинали, руду искали. Мы не знали, как. А я слышала такой миф, говорят, не знаю, правда или нет, вот развенчайте, если это не так. Говорят, что если металл какое-то время полежал в болоте, то он наиболее лучшим образом подходит для изготовления холодного оружия. Это правда? Ну, я тоже слышал такой как бы легенда. Ну, сам не пробовал. Ну, там, говорят, там лучше получается. Окисляется же этот, вредные эти уходят, говорят. Более чище получается. состав. Интересно. А не находили вы ничего в болотах? Ну вот, какой-то, может быть, Нет. руду? Нет, да? Вот интересно было бы проверить, на самом деле это так или нет, да? А для изготовления изделий, вот на заказ, да, вы, скорее всего, же работаете, вы, получается, металл приобретаете, не переплавляете. Почему? Люди Что-то- заказывают из этого, разные же клиенты есть, Да? которые именно интересуют только Что-то местные из руды, да? Очень интересно. Ну что ж, мне бы хотелось самой попробовать, как это вообще, да, насколько это сложно, возможно ли девушке, да, хрупкой, маленькой, как я, выковать что-то самостоятельно. Дадите мне такую возможность? Ну, конечно. Испытано на себе. Ой, из него Вот из такого небольшого кусочка металла мы сейчас попробуем изготовить лезвие. Не знаю, мое первое творение, насколько оно хорошо получится, неизвестно, конечно. Но я надеюсь, что под чутким руководством нашего профессионала у нас все получится. Так, мы загрузили металл. И Да. сколько по времени он там должен... ну, сейчас до красна нагреется и будет расколото. То есть еще по цвету металла Да. тоже определяется. А можно мне к вам сюда? Сюда ногами можно вставать? Да, да. Ага. Конечно. Так, ну пока никаких изменений нет. Абсолютно никаких. Ну, чем меньше кусочек, я думаю, тем быстрее он нагреется, да? Да. А вот интересно, отличается ли технология ковки в разных странах? Или все же нет? Ну, мы сейчас вот на газу работаем, да, в основном все. А вот крицу надо ковать вот обязательно на древесном угле. Вот, горн специально для этого.
И меха вон стоят. То есть существует 3 вида. Вот меха, воздух вручную вот так качаем. Существует 3 вида, да? Чего? 3 вида, 3 способа нагревания металла. Это не получается печь газовая, Да. Ну, это на угле. на углях Да. и меха. Нет, меха это воздух качает. Он просто разогревает, Разогревает. Вот тут вот стоит. да? Вижу, электрический вентилятор. поняла. Поддув. А тут вот вручную. И в зависимости от типа металла вы уже подбираете, как именно будете нагревать. Да. Да? А на каком из температура выше? Температуру на обоих можно высокую. А в чем разница тогда? Да? В чем разница тогда? Тут более как его, восстановительная среда. Можно сваривается лучше на углях металл. Это вот преимущество. А газовая? Ну, газовый углерод может вылететь там. Выгорает углерод, и потом на качестве это тоже закалку не принимает без углерода металл. Не закаливается. Вот уже нагрелась. Уже нагрелась? Да. Да, видно, красная. Сейчас я на молоте его сделаю сначала, потом еще второй вручную. Хвостовик вытянули, который на рукоятку будет садиться. Вот. Сейчас будем нагреем и То есть на первом этапе мы подготовили форму и сразу подготовили часть для рукоятки. Да. Да? Если честно, я думала, что мы сейчас достанем металл и начнем молотом работать. Ну, сейчас Да? тоже будем. А оказывается, уже давно есть специальные приспособления. Как называется эта Там вещь? пневматический молот. Пневматический молот. Да. Да? На нем можно как изготавливать какие-то мелкие детали, так, наверное, и что-то крупное. Да? Да. Ну, очень опасный инструмент, я хочу сказать. Вызывает такой... Ну, заменяет там 2-3 молотобойца. Раньше у кузнеца 2-3 молотобойца были здоровых. Они молот заменяли. Ну и вообще нужно отметить, что давно когда-то, да, когда такое ремесло, как кузнец, было незаменимо, скажем, только кузнецы изготавливали что-то, да, сейчас у нас и промышленное производство есть, то все кузнецы были очень внушительных размеров, да, очень стильные такие, и работали обязательно. активно молотами такими большими. Если брать какие-то кинокартины, вот вспоминать что-то. Придаем сначала вот такую форму с двух сторон, толщина одинаковая. Сейчас будем лезвие оттягивать. Ну, честно говоря, уже понятно, что это будет нож, да? И вот так вот таким методом печь молот, оно вот и вырисовывается, получается нож.
А сколько весит молот, которым работает кузнец? Вот ручник. Так, Вот этот. вот он, да? Ну, 800 килограмм можно. А, Три. ну такой тяжелый. Ну, Тяжелый, да. разные есть. А есть еще Для больше? разных работ. Вот тоже. Ой, ну здесь, наверное, килограмма, ну 4, 3 точно, 3 500, Два, наверное, 2,40. есть. Это сколько же сил надо иметь, я его даже удержать не могу. Этот, конечно, полегче по сравнению с вот таким большим. То есть таким молотом, который поменьше, плюс еще Вот для заостренный разных конец. работ разные. Вот такие. Ой, еще больше есть. Вот таким мы вырисовываем мелкие детали, правильно? Там для мелких еще поменьше есть. А, есть еще поменьше. Да, конечно. То есть чем больше изделия, тем больше молот, правильно? Да. Так, вот давайте разные. попробуем. Вот. Ой. Он, кстати, еще не особо хорошо закреплен. Или мне так кажется? Что? Он не особо, да? Ага, мы давно не пользовались. Это так, Рассохся. экспонат для того, чтобы показать, что бывают и такие. А рукоятка обязательно у молота деревянная, Деревянная, да? чтобы облегчить, да, и так тяжелый. Да. Очень тяжелый. Все. Готово. Грубая. Ну что ж, у нас уже готово получается, да? То есть Сейчас. 3 подхода было. Да. Сейчас вручную, если делать, это будет где-то 3-4 раза дольше. Да? Ну, больше раз надо рисовать. И того, получается, мы взяли небольшой кусочек какого металла? Ну, это, чтобы показать, простой сталь 3. Это, Взяли сталь. да. Да? Сталь 3. Сталь 3. промышленная. Мягкий, как пластилин. Ага. Из него нож не выйдет, просто как сувенир. Сувенирный нож. И он Это- достаточно быстро разогрелся, буквально за минут 5, наверное, Ну, да? любой разогреется. Любой металл. Да. То есть нужно не такое уж большое количество времени, да? Ну, это для этого. Вот, например, из него он очень крепкий будет. Даже на молоте за один раз вот так он не пойдет. Его надо много раз нагревать там, чтобы не треснуло. Сразу вот так сильно будешь бить, он может. Там, А, то есть это обязательно, да? да. Несколько раз нагревать и несколько раз бить молотом. Да. А я еще видела где-то, что, ну где-то тоже в кинокартинах, что как после того, как придают форму изделию, обязательно окунают в холодную воду. Это закалка. А, это закалка. Разный металл по-разному тоже. Некоторые в масло закаливаются, некоторые в воде, некоторые вообще на воздухе закаливаются. А если говорить про направление, то есть получается кузнец может изготавливать холодное оружие и владеть художественной ковкой. Правильно? И как бы все. Раньше все делали. Универсалы, как бы, да? А сейчас Ну, как-то сейчас вот... же у нас и промышленность, и там все, и заводское, все есть. Раньше там много, все же кузнец делал. Орудие труда, там все. Ну, я думаю, что ручная работа ценится очень и сейчас. Да. Как же знаменитые якутские ножи. Делают, конечно же, мастера. Делают. Ну, сейчас в основном ножи делают наши кузнецы. Ну, есть ребята, которые занимаются только художественной ковкой. Вот они тоже А профессионально что входит занимаются. в художественную, что входит в художественную ковку? Что входит сейчас? Заборы, там, все. И художественные. Даже этот делают. Памятники, скульптуры кованые. То есть и дизайны, наверное, тоже предлагают сами. Да? Дизайн тоже Да. предлагает сами. Да, конечно. Очень творческая профессия получается.
что делаем? Ну, сейчас вручную уже начал второй. Давайте, хорошо. Как раз посмотрим, в чем разница, да? И есть ли она. Дольше будет. Дольше будет? Ну это да, конечно. А вот я, кстати, вижу, у вас баночка краски стоит. Это для чего? Вода. А, это водичка. А, кстати, по покраске красят ли вообще вот такие изделия? Красит? Не. Не красят? А если в состав добавить какой-то цвет, например, такое возможно? Куда? В состав металла? Металл? Да. Как это? Бывает такое? Нет. Это Краски уже мои не добавляем. фантазии, да? Просто сгорит она. Сгорит и все, да? Ничего не будет. Ну, художественная ковка, вот, например, забор сделали на улице, которые вот специально есть краски, что ну, ножи так не красят, а вот, Уже потом, да, только? нет. Как Ножи не изготавливать? красят, говорю, а вот на улице, которые вот, например, скульптуру там сделали, надо покрасить. Да, ну это Чтоб не же, заржавело. да, но это же как раз вот после уже изготовления сверху наносят, да? А, кстати, вот художественные изделия, они подлежат закаливанию? Художественные изделия, нет? Да, нет, да? Только ножи, оружие. Ну, инструменты, там, режущий инструмент обязательно надо закаливать. Я вообще-то ювелиром был раньше. А, да вы что? Ювелиром был, и там ну, ножи по-другому делал. Из готового. Ну, мы вытачивали раньше из этих. Так вот. Из серебра? Не, из готового металла. Например, ножи от рубанка, там, из него на наждаке просто вытачиваешь. Гравировку? Почему? Форму ножа, Форму ножа. без ковки, из готовой стали. Ну, потом уже заинтересовались ножами. И начали изготавливать уже сами, да? Ну, мы-то не знали, как. В то время интернета там этого у нас не было. Технологию не знали, как сделать нормальный нож. Вот, как вы говорите, закалка там, это всё. Потом у нас был кузнец старый. Я ему показал ножи свои. Он посмотрел и говорит, ну, спрашивал, как ты сделал, как ты ковал, не ковал, закаливал, не закаливал. Нет, говорю, из готового металла выточил. Он говорит, надо ковать, и самому объяснил, как. И он обучился потом. Он старый был, и рассказывал. То есть вы были как подмастерьем, да, чтобы научиться? Но он же сам, у него мастерской не было, и старый человек консультировал. И я мастерскую когда себе, он мне вот горн, как сделать все, он показал. Ну, моими руками, можно сказать, он сделал. Он чертежи там показывает на тетрадке, вот так сделай, вот так сделай. Я делал. Итак, вы получили колоссальный опыт, первый опыт, да? За что любите свою профессию? Не знаю, наверное, это без этого уже не можем мы. Ну да, действительно, это намного дольше. Да, конечно. Пока он горячий, его легче, да, как-то придавать форму. Работаете вы большим молотом, и уже третий раз мы кладем, да, металл в печь.
То есть, если сравнивать, да, то 3 раза у нас полежал металл предыдущий и был обработан на молоте, да, электрическом, и практически уже вырисовывается вот, да, у нас изделие. То есть намного быстрее работать на молоте. А так у нас, наверное, еще подхода 2 точно будет, да, вручную? Да. Если не 10. Если не 10? Так, ну я думаю, вы сейчас достанете, и я попробую сама, да? Тогда сюда сесть вам надо. Конечно, давайте. Так, Там полегче молоток. Вот это, наверное. вот такой. Какой стороной Вот бьем? этой. Вот этой ровненько, чтобы все было, да? Этот молот убираем. Да. Держите с той стороны. Тоже достаточно такой горяченький, да? Все, начинаю колотить. Да. Ой. У меня не с первого раза это получается попасть просто по нашему изделию. О, вот так можно сделать? Нет. Нет, да? Обязательно надо его, а то он выскочит. Ага. И слетит, да? То есть еще и правильно нужно держать. Специальные щипцы, да? Ой, еще так жарко? Ровно. На ковалине. И с этой стороны выравнивать тоже обязательно. Ага. Да, не женское это дело. Кстати, а бывают женщины-кузнецы? Есть, да. В России, Бывает? В России есть, да. У нас тоже девушка одна с детства со школы занимается выплавкой металла. Металла именно? Да? Именно выплавка металла, да? Да. То есть она не кует изделия? Ну вот, хочет тоже как бы учится сейчас. Мне кажется, он уже остыл и ничего не получается. Это верно? Вот. Так. Кладем обратно. Ну, нужно. Сильно треть. Выравнивать. Вмятина от молотка не должно оставаться в чистом. А, да? Это вначале можно так ковать, потом выравнивать нужно. Вот когда светло, при солнечном свете невозможно следить за нагревом. Обычно кузня темная должна быть. А как чтобы потом, разглядеть. а как потом исправлять вот эти вмятины, которые остались от молотка? Ну, ковкой тоже выглаживать, ровно ковать надо, чтобы вмятин не было. Разгладить. Ага. Ну вот я сейчас смотрю, он у меня, конечно, очень кривой. Да? Ну все, дальше. Нет смысла, да? Да. Опять нужно нагревать. Нет. Вы вмятины очень много оставили. Ой. Надо все разгладить. И вот пока вы разгладивать будете, вот обух сильно утончится может. Вот форму. Ну, вот такой должен быть. После ковки. Сильных вмятин не должно быть. Да. А вот эти мелкие, которые остались, вот эти все вытащить надо. Вот если Ой, осторожно, сравнить, да? горячий. Ага. Если сравнить, это делал профессионал, а это делала я. Ну, я думаю, ничего. Да. Да, все приходит с да. опытом, даже Конечно. у профессионалов. Ну что ж, давайте продолжим. Да? Да хватит уже? Уже достаточно, да? Меня не остановить, как говорится. Если я настроилась, я иду до конца, до победного. Так, получается все. Все. Наш нож готов.
Дальше будете ковать, испортите только. А Слишком как тонкий потом станет. лезвие делать? Вот точить надо. Это уже специальный станок какой-то есть, да? Да. Раньше вручную напильниками, камнями точили, сейчас уже электрические. Шлифовальные есть. А сколько в целом уходит на производство, на изготовление одного ножа? Как, смотря какого, из чего. И смотря из какого металла, да? Из чего. Если брать полностью с рукояткой, Ну, с рукояткой совсем не... Ну, из какой стали? Ну, Например, из- там долго один процесс добывания этого. из промышленной стали, Из промышленной стали да, такое распространенное. за 3 дня, наверное, один нож готов. 3 дня ручной работы, ничего себе, да? Это достаточно много. Ну что ж, лезвие мы сделали, изготовили. Теперь давайте узнаем, как у нас рукоятка из чего изготавливается. Рукоятка? Да. Покажем сейчас. Ворон выключаем тогда. Печку включаем. Так, как это работает? Газ просто перекрываем и все, да? Поддув еще выключим сейчас. Испытано на себе. Рукоять вот традиционно делаем из кап березовый. Вот. Березовый кап. Да. Что такое березовый кап? То есть срез? Нарост. Нарост. Он, на корнях. Почему именно нарост? Он как-то что, покрепче или больше подходит Больше для подходит изготовления? он. У него... Сейчас покажу. Нарост на Березы. корнях березы. Березовый кап называется. Такой универсальный, да? Подходит хорошо для рукояток. Он теплый, рука не мерзнет зимой там. Вот. Рука не мерзнет зимой, это очень удобно. И рисунок у него вот разный, мелкий бывает. Да, действительно, смотрите, срез, да? У него очень красивый срез такой. Как будто бы мрамор напоминает отдаленно. Ой, здесь такая красота. Разный бывает. Всё. И даже, казалось бы, какие-то мелкие дефекты, на первый взгляд, являются такой своего рода изюминкой уже в готовом изделии, да? Вот. Это, наверное, все потом еще лаком покрывается. Нет, лаком не покрывается. Не покрывается? Нет, слушай, пропитывается маслом, жиром. Маслом и жиром. Ну, масло или жир там. Это для Масло, того, чтобы ну, чтобы влагу не впитывало. и антибактериальное такое, да, некое покрытие, наверное, еще. Ну, как он потом полимеризуется все, Ага. и влага не впитывается туда. Красота. Значит, вы в основном работаете с таким материалом для рукояток, Да. да? А другие мастера применяют что-то другое? Ну, другое тоже, вот, например, рог применяют. Рог? Да. Оленя? Не, рог лося можно. Ну, у нас Рогатый скот, в это общем. Мгм. на холодах, короче, рог слишком тяжелый и морозит руку. На рабочий нож якутский он так уж где-то Давайте там, еще- где тепло, там можно. Там можно, да, такое подходит, где тепло. Ну вот смотрите, здесь у вас получается рукоятка тоже дерево, но другое. Ну, тут лиственница. Здесь уже лиственница. А если лиственница, то это тоже с корней берется? Нет, Это просто лиственница. лиственница. И сам чехол тоже выполнен. Тут тоже внутри лиственницы, даже вот насквозь. И вот видно же, это кожа хвоста, Это кожа? да. Хвост натянут. Да? А я бы и не поняла, если честно. Я и не поняла, что это кожа. Внутри вот деревянная вставка, Ага. и вот тут береста. Тут берестой оборачиваем, чтобы кожа его, ну, потом, когда может высохнет сильно, ну, отсыреет, высохнет, нож невозможно будет, он зажмет его, чтобы такого не было, вот из бересты делаем вот тут. То есть должен сказать, что выглядит это все не как что-то кустарная работа, да, скажем. Это очень смотрится достойно, очень красиво, действительно очень
классная вещь еще не и закончено, достойна еще. выставки. Это я все к чему столько комплиментов вам наговорила? К тому, что чем выше профессионализм, да, опыт, тем ювелирнее вот именно работа уже по отделочным каким-то моментам, да, это Ну, чехол. это тоже мы сами не придумывали, это наши предки все заранее всё сделали, мы вот пытаемся их, пользуемся опытом, да, прежних лет. ну, изучаем. Но тем не менее старые такое еще изделия. сделать нужно. Да? Мало того, что посмотреть, увидеть, нужно это еще и повторить. Действительно, просто шикарные ножи, достойны всевозможных похвал. Очень здорово. Испытано на себе. Ну, рукояти вот такие сувенирные ножи из бивня мамонта, из рога можно сделать. Ну, не рабочий он, особенно бивень мамонта. У нас этот уход требует, в сухом месте должен быть стоять. И, ну, не слишком сухой, там влажность определенная должна быть, ну, чтобы не трескалось. Это сувенирные такие эти, ну, композиции, художественные изделия, вот для них можно делать. Мгм. То есть вы сотрудничаете с мастерами, которые работают с бивнем мамонта, да? И вместе Да. выполняете такие прекрасные произведения, даже можно сказать. Ну что ж, дорогие друзья, собственно, хочу показать вам мое творение, мои достижения, старания, да, за сегодняшний наш выпуск. Стыдно показать, возможно, да, но я горжусь тем, что я смогла, не побоялась, не испугалась ни высоких температур, ни работы с молотом. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, как говорится. Нет. Все же, что вы можете сказать? Насколько я хорошо Для первого справилась? раза вообще, вот спросите, Да. они знают, сколько, Не хотят сколько они надо делать. отвечать все же, да? Вы меня успокаиваете. Ну, неплохо, да, получилось? Неплохо. Так, осталось в лучшем случае доделать сюда рукоятку, да? Нет, тут вообще из него нож-то не выйдет рабочий, просто как сувенир. Ну и оставлю я себе свой нож в качестве сувенира. Мы Будет поправим меня его радовать. чуть, ну, чтобы он ровный был. Сейчас на холодную даже. Нет, давайте поправлять не будем, все же Ставим это тогда. делала я, да, Ладно, тогда. сама. Поэтому оставим так. Ну что ж, хочу сказать вам огромное спасибо, на самом деле, за то, что приняли участие в нашей передаче, рассказали и показали мне и нашим телезрителям, конечно, как работать с металлом, насколько на самом деле это сложная работа и сколько она Ну, это требует знаний. Времени мало. А так-то можно было нормально сделать, показать. Всё так. Да, За час ничего не да, делать. согласна, это очень кропотливая и долговременная работа. Казалось бы, работа кузнеца – это в первую очередь физическая сила, но, как выяснилось, здесь еще нужны и навыки, и, конечно же, знания в теории, и потом, которые ты уже применяешь на практике. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, очень много узнали о профессии кузнеца. Спасибо вам еще раз огромное. На этом, дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. До новых познавательных встреч!